Здравствуйте, наши маленькие зрители, а также их родители. В эфире программа «Бергаляп Ирианик». Программа для тех, кто любит учить слова на татарском языке. Учим мы его с помощью наших участников. Давайте с ними познакомимся. Сегодня в гостях самые настоящие принцессы. Это семья Мугиновых. Эльвина и ее мама Эльвира. Здравствуйте. Здравствуйте. А также семья Гаизутдиновых. Амелия и ее мама Юлия. Здравствуйте. 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 Эльвина очень творческая девочка, обожает слушать музыку, петь песни, рисовать и смотреть мультики. Она с удовольствием посещает вокальный ансамбль «Карамельки», выступает на разных мероприятиях и концертах. Она постоянно танцует и ходит в студию бальных танцев. Эльвина постоянно выступает перед родителями дома и показывает, чему она научилась на очередном занятии. Эльвина, скажи, пожалуйста, какие песни тебе нравятся? Осень в золотой косынке. Ага. Хорошо. А кем ты хочешь стать в будущем, когда вырастешь? Эльзой. Кем? Эльзой. Эльза? А кто такая Эльза? Это из холодного сердца. Из холодного сердца? У тебя будут длинные-длинные красивые волосы и красивые платьицы, да? Эльвира, расскажите, пожалуйста, часто удается ли посещать выступление ребенка? Ну, конечно, всегда как пригласят нас. Как пригласят, Да, а когда куда? не приглашают, не прихожу. Куда не приглашают, мы не ходим, да? Понятно. Ну а дома часто она предстает Конечно. в образе певицы? Каждый день. Ну, я вот говорил, что нравится и рисовать, и мультики смотреть, и петь песни. Что больше всего ее завлекает? Она поет песни и танцует. И танцует. Да, вот сегодня с утра она пела песню в микрофон и танцевала. Мгм. То есть утро началось позитивно. Да. Ну вот она сказала, что хочет стать Эльзой. А кем вы ее видите? Тоже Эльзой? Ну, вы знаете, она настолько сейчас маленькая, я как бы пока не представляю, кем она будет, потому что я хочу, чтобы она оставалась до сих пор ребенком. И, ну, Ну и чтобы выбрала сама Сама, свою- да, свое профессию. будущее. Отлично, спасибо огромное, что вы сегодня с нами. Давайте знакомиться со второй героиней нашей программы. Ее зовут Амелия. Она занимается также в вокальной студии «Карамельки», в школе балета «Лил Балерин», в модельном агентстве «Happy Kids», где изучает такие предметы, как актерское мастерство, сценическая речь, дефиле, фотопозирование и фитнес. Она участвовала в республиканских и российских конкурсах красоты. Амелия, скажи, пожалуйста, какие достижения у тебя уже есть? Сколько дипломов, медалей? Много? Ну сколько, считала? 3, скажи. Да? 3 и все первые места. Ну нет, Нет, не всегда? Есть 3-е место, да. Так. Есть просто номинация. Ну а что ее больше всего завлекает? Вот если у нас Эльвина и поет, и танцует, что у Амелии? Мы аналогично, Аналогично. тоже, да. Каждый вечер у нас дома концерт с переодеваниями, и песни тут, в микрофон, и танцы, и растяжки, шпагат Шпагаты. показывает, да. Ну, а не тяжело балетом заниматься? Ну, у нас еще начальная стадия, как бы, еще только начинается все. Ну, Амелия. немножко, конечно. Амелия, а кем ты хочешь стать? Хочу быть единой. Балериной стать хочешь? Балериной? Я надеюсь, у тебя все получится. Давайте начинать скорее нашу программу и изучать слова на татарском языке. Тема сегодня – молочные продукты. Мы начинаем первый тур нашей программы. Мы записали рассуждения детей, которые говорят о различных молочных продуктах. Уважаемые команды, девчонки, ваша задача угадать, о чем они говорят. За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. Амелия, с тебя начнем? Да? Тогда смотрим на экран. Вопрос для вас. Молочные продукты, которые они добавляют в пирожные, намазывают на хлеб, на кекс, на салат. И его добавляют в кофе, в чай. Еще оно такое жирное, и еще добавляют часто в торты. Это молоко взбитое. Если будешь долго их взбивать, они превращаются в масло. Ой, забыл. Амелия, что же это? Как ты думаешь? Сливки. Сливки. Это правильный ответ. Я вас поздравляю. А сливки по-татарски будет «сөт өсті». Эльвина, продолжаем с тобой. Смотрим внимательно на экран. Я ее люблю. И сейчас мне делают вкусную выпечку. Его делает мама мне по утрам. Ее добавляют в сырники. Много нельзя кушать, а то будете вот такие, как толстыми. Это такой молочный продукт, его любят кошки и собачки.
Еще есть такая игра. Там играют кошки, мышки. И там спрашивают, какой молочный продукт ты ел сегодня, котик. О каком же молочном продукте идет речь, Эльвина, как ты думаешь? Пусть будет творог, творожок. Творог. Творог? Я принимаю этот вариант ответа. Это неправильный ответ. Это была сметана. Каймак. Самое любимое лакомство всех кошек. Любишь сметану, Эльвина? Любишь? Часто ее кушаешь? Да? Ну ты смотри, много не кушай. Ладно? Напомню, что сметана – это каймак. Амелия, продолжаем с тобой. Смотрим внимательно на экран. Благодаря этому продукту кости становятся крепкими, а зубы красивыми. В нем очень много кальциев и витаминов. Он дает энергию человеку почти на весь день. Его добавляют в сырники, в сметанники. А еще я очень люблю мамин самодельный. Но я не знаю, как его делают. Сначала варят молоко и добавляют сахар или не сахар. И получается вот такие кругляшки. Вот так и получается. Вот так и получается, Амелия. Как ты думаешь, что это? Творог, думаем мы? Творог? Давай ответим. Творог. 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 Молодец. Вот это был творог. Творог по-татарски эремщек. Ну что, Эльвина, готова продолжать? Тогда смотрим внимательно. Смотрим. Ее пьют маленькие дети, и я тоже пью. Оно очень холодное, когда его покупаешь. Его дают корова. Оно бывает топленое, а бывает не топленое. А еще его добавляют в яичницу. Так, что же добавляют в яичницу? Эльвина? Молоко, скажем. Молоко. Молоко. Любишь молоко? Не любишь молоко? Не пьешь по утрам молоко? А в чай тоже не добавляешь? Ну ладно. Молоко очень полезно, потому что в нем очень много питательных веществ. Это правильный ответ, ты молодец. Молоко по-татарски сет. На очереди 5-й вопрос первого тура. Его мы по традиции играем с нашими игрушками. Берите, пожалуйста, в руки яблоко и ананас. Берите. Амелия. Прямо сейчас нужно обязательно досмотреть до конца вопрос, а потом, кто первый нажмет, тот и первым будет отвечать. Хорошо? Готовы? Смотрим до конца внимательно. Я это утром ела. Она бывает разного цвета, только черного не бывает и коричневого. Его нельзя много очень есть, потому что оно не полезное. Белое такое. И там снаружи шоколад. Бывает еще розовый и красный, вообще разные. Его делают из молока и льда. Что же это за самое любимое лакомство всех детей? Кто первым нажмет? Мы нажали первым. Эльвина была первая. Мороженое. Мороженое? Любишь мороженое? Очень. Очень? Какое больше мороженое тебе нравится? Клубничное и белое. А шоколадное? Да. Это правильный ответ. Мороженое по-татарски тунгдерман. Со счетом 2-2 мы переходим во второй тур нашей программы. Напомню, что в эфире программа «Бергаляп и Ряник». Мы переходим во второй тур, но прежде давайте повторим слова, которые мы сегодня выучили. Итак, Эльвина, как будет по-татарски сливки? Сытистое. Сытистый, молодец. Амелия, как будет по-татарски сметана? Кайма. Каймак, молодец, умница. Эльвина, тебе слово творог. Эремшек. Ремщик, бик яхша. Амелия, как будет по-татарски молоко? Чу. И, Эльвина, тебе досталось слово мороженое. Тундерма. Тунгдерма. Именно так. Во втором туре нашим командам предстоит запоминать картинки, которые совсем скоро появятся на этом экране. Мы предлагаем вам запомнить картинки, которые обозначают слова, которые мы сегодня выучили. У вас на это будет 15 секунд времени. Мамы и девчонки готовы запоминать? Как только 15 секунд выйдет, я буду вам задавать разные вопросы. Итак, 15 секунд. Время пошло.
Итак, время вышло. Эльвин, на этот раз начнем с тебя. Скажи, пожалуйста, под каким номером находится молоко? Süt. 1. 1. Номер 1 подсказывает Эльвира. Давайте смотреть. Открывать цифру 1. Там находится молоко. Молодец. Итак, Амелия, тебе вопрос. Где находится мороженое тунгдерма? Под каким номером? Номер 2. 2. 2. С мамой согласна? Да. Открываем цифру 2 и проверяем. Там находится мороженое. Молодец. Итак, Эльвина, где находится творог, ремщек? Так, цифра 8, наверное. 8. 8? Точно. Или какая-нибудь другая цифра? 8? Так, засомневалась Эльвира. 5. 5. Или 8? 5. 5. Точно? Да. Давайте. Ну давайте открывать цифру 5 и проверять. Это правильный ответ. Молодцы. 1 балл еще в копилку. Эльвина, она так радуется. Амелия, следующий вопрос тебе. Где находится сметана, каймак? 4 номер. 4 номер. Или другой? Нет, 4. 4? Да. Открываем цифру 4. Это сметана. Именно так. Амелия молодец. Юлия, вы тоже молодец. Итак, следующий вопрос. Общий. Сейчас вам нужно взять игрушки в руки. Амелия, бери ананасик. Бери. Как только я задам вопрос, кто первым нажмет, тот и первым будет отвечать. Где находятся сливки? А Амелия была первой. 3. Молодец. Номер 3. Сама догадалась. Открываем цифру 3. Там находятся сливки. Молодец. Пора подвести итоги второго тура, уважаемые зрители. Все баллы вы видите на экране, ну а мы продолжаем нашу программу. Это третий тур программы «Берголяп и Раник». Давайте еще раз вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Сливки, sütüstü, сметана, каймак, творог, ремщик, молоко, süt, мороженое, тунгдерма. В третьем туре нашим командам предстоит разгадать ребусы. Самые легкие, самые простые. Связаны они с теми словами, которые мы сегодня выучили. Я их только что повторил. Итак, начнем мы, наверное, Эльвина, с тебя. Нужно будет не только назвать слово, связанное с тремя картинками, которые появятся, но и объяснить, как это слово относится к каждой из картинок. Задача ясна? То есть не просто назвать ответ, а еще объяснить, почему. Итак, Эльвина, ты готова разгадывать ребус? Готова? Смотрим внимательно на экран. Итак, что же это? Давайте узнаем, что же находится на нашем экране. Наверху это у нас запеканка. Внизу слева это вареники, а внизу справа это сырники. И что же эти три картинки объединяет? Какое слово? Творог. Творог? Творог. Творог? А почему? Потому что запеканка. Это, ну, как из творога. Так. Сырники тоже. Начинка из творога. Творожная? Да, и сырники тоже творожные. И вареники. Вареники. Вареники тоже могут быть из творога. А теперь правильный ответ. Все эти три картинки объединяет творог. Эремщек. Молодцы, это правильный ответ. Ну что, Амелия, следующий ребус для тебя. Смотрим на экран и пытаемся разгадать ребус. Так, давайте тоже поймем, что у нас на экране изображено. Понятно, что это корова. Внизу слева это у нас вафли. А внизу справа это старик Хоттабыч. Герой одной очень известной сказки, фильма. Какое слово объединяет все три картинки? Нет, молоко, что ли? Нет, а старик Хоттабыч. Давайте попытаемся выяснить. Мороженое. Итак, ответ? Молоко. Молоко. Хорошо, я принимаю ваш вариант ответа. Амелечка, давай вместе с мамой попробуем объяснить, как молоко связано вот с тремя картинками. Корова дает молоко. Так, В тесто для вафель, наверное, тоже молоко кладут. Да? так. А А старик старик Хоттабыч? Любил мороженое кушать, которое тоже сделано из молока. Да? Правильно.
Я принимаю ваш вариант молоко. Вы на самом деле в своем объяснении сказали правильный ответ. Правильный ответ – это мороженое, тундерма. Почему? Потому что корова дает молоко, из которого делается мороженое. Вафли, наполнитель вафель могут быть тоже мороженое. И старик Хаттабич любил мороженое, это совершенно верно. Но, тем не менее, я вас поздравляю. Это было хорошее объяснение. Амелечка, ты большая молодец. Пора подвести итоги нашей игры. Сегодня в нашей программе побеждает дружба! Нашим участникам сегодня мы дарим памятные раскраски от канала Шаян ТВ и программы «Бергаля и Ряник». Девчонки, я вас еще раз поздравляю. Огромное спасибо, что вы сегодня посетили нашу программу и выучили много новых татарских слов. Ну а наша программа завершается. Телерне и Рянигес тугантельне бер кашанда онотмагас. А бүгінгі біз сіздің білән сау булашабыз. До скорых встреч. Пока-пока!